Ну и чудище. Не очень-то вежливо. Нормальный ослик. Представьте сказку, где принцесса дерется лучше рыцарей, главный герой пугает людей одним видом, а дракон влюбляется в осла. Это безумие. Это дурдом какой-то. Даже жутко. Звучит дико, но именно это и происходит в данном мультфильме, который однажды взялся уничтожить все стереотипы о классических сказках. И самое интересное, наш ГГ вообще не хотел быть героем. В центре сюжета Огр, который живет на болоте, потому что это единственное место, где соседи не делают ремонт, ибо нет никаких соседей. Жалоб нет. Он идеальный интроверт, который принимает грязевые ванны и пугает людей только ради профилактики. И все было бы отлично, пока однажды болото Шрека не превратилось в коммуналку для всех персонажей известных сказок одновременно. Но вот проблема. Правитель королевства, лорд Фаркуат, низкий, и речь даже не о росте, но амбициозный человек, который решил выгнать всех сказочных существ из их домов, а самому стать королем. Думаю, мысль неудачная. Утром Огр топает на разборке с Фаркуадом, но по дороге его ожидает самая большая ошибка в жизни. Шрек спасает от стражников говорящего осла, которого бабка пыталась обменять на 10 золотых. Этой женщине не угодишь. Проблема осла, что у него, как и у Сида, словесное недержание, поэтому он безумолку разговаривает, шутит и даже поет. А за свое спасение уже считает Шрека лучшим другом, хотя тот хочет только одного – тишины и покоя. Но именно этот болтун случайно втягивает Огра в приключение, которое изменит его жизнь. В замке Самодура дуэт попадает на средневековый турнир, где Шрек на изи выносит целую гвардию. Вот кретины. Лорд предлагает очень странную сделку – притащить принцессу, запертую в башне, которую охраняет огромный дракон, и получить свое болото назад. Вот теперь ты попал. Проблема в том, что по правилам сказок королем может стать только тот, кто женился на принцессе, но рисковать своей тушкой Фаркуат не собирается. Делать нечего, дуэт отправляется в путешествие и проникает в замок. Проникновение успешно. Но, увы, они сразу будят дракона. Венгерская хвосторога. Вы препротивный тварь. Начинается паника, Шрек просит прикрыть его и с помощью сервиса Дракон Экспресс попадает к принцессе, которая находится В самой верхней комнате башни темноты. Пока Огр рушит каноны и будет принцессу, будто она с попойки, в противостоянии со ослом внезапно происходит абсолютно неожиданный поворот. Дракониха влюбляется в осла. Огр устраивает диверсию, чтобы таки спасти болтуна, и после трио с горем пополам сбегает, сломав мост. Хороший был мост. Придя в себя, принцесса предъявляет, что ожидала увидеть благородного рыцаря, а вместо этого ей подсунули огромного огра. Неловкий момент. Шрек говорит, что все найс, он сюда пришел, чтобы отвести к жениху, да еще и знатному лорду. Та артачится, мол, пускай Шрек передаст, чтобы Фаркуат сам ее и спасал, но он говорит, что в DHL не нанимался, а это так, разовая халтурка. После дня путешествия принцесса запирается на ночлег в пещере, и все ложатся спать. Утром происходит настоящий сюрприз. Когда на них нападают разбойники, амазонка в одну пару рук всех побеждает, и Шрек начинает понимать, что эта принцесса совсем не из тех, кто ждет спасения. Тут они и проникаются друг к другу. Правда, уже под вечер добираются к замку, но Фиона снова просит о ночлеге. Болтун решает выяснить, почему Фиона каждую ночь запирается, и узнает страшную правду. Ну, будь что будет. Амазонка проклята, и каждую ночь она превращается в огра. Это катастрофа. И чтобы вернуть ей истинный облик, нужен поцелуй настоящей любви. И вот здесь происходит самое трагическое недоразумение. Шрек случайно слышит разговор и думает, что Фиона считает его уродом, хотя так она говорила о себе и попросила болтуна никому не рассказывать. Ну, в общем... Эй!
Утром амазонка уже готова признаться Огру, что они не такие уж и разные, но солнечный свет снова превращает ее в человека. Да тут еще и Фаркуат подтягивается и отдает Шреку нотариальные доки о приватизации его болота. Те уже готовятся к свадьбе, пока Болтун приходит к Огру и называет того ослом, ибо тот неправильно истолковал слова Фионы. Рассказав все как было, а от Болтуна иного и не ожидаешь, в церковь врывается Шрек, когда Фаркуат собирается жениться на Фионе. Он признается принцессе в любви, и та раскрывает карты, превращаясь в Огра. Самодур в панике приказывает взять обоих, но внезапно появляется дракониха и съедает Фаркуада, на чем и закончилась его политическая карьера. Если укусит, это смертельно. Заклятие Фионы наконец спадает, и она возвращается в естественный облик, в Огра, ибо это ее истинная форма. Так что свадьба все равно происходит, но уже на болоте с друзьями и драконом. DreamWorks сделала сочный плевок в сторону классических сказок и принесла настоящую революцию компьютерной анимации, получив в свое распоряжение кассовую франшизу. 6 лет работы были потрачены не зря, ибо мультфильм, которому уже четвертак, до сих пор поражает своим повествованием и нестандартными характерами персонажей. Это еще один отличный мультфильм. На выходные. И, судя по анонсам пятой части на 27 год, франшиза еще не собирается на покой. Всем приятного вечерочка, благодарим за внимание и до скорых встреч!